«Аман». Так будет называться новый фильм, который взялись снимать режиссер Карина Сатлыкова и ее команда. Работа над сценарием продолжается, но уже известны некоторые детали. Действие ленты происходит в конце 90-х годов. Тогда у детей была очень популярна игровая приставка под названием «Дэнди». Предприимчивый мальчик Аман пытается извлечь выгоду из этого всеобщего увлечения. Он сдает свою приставку в аренду соседским мальчишкам. Эта история находится в центре сюжета, но в фильме еще много и других сюжетных линий. Для Карины Сатлыковой эта картина станет режиссерским дебютом. Мы совместно с продюсерским центром города Москвы молодежной инициативы и Министерством культуры Ставропольского края делаем этот проект. По поводу того, что сегодня у нас происходит кастинг, мы хотим проехаться, так скажем, по регионам, где проживают нагайцы. Это Дагестан, Нагайский район, Карачаево-Черкесия, Нагайский район, также Нефтекумский район Ставропольского края. Посмотреть всех талантливых нагайских детей, чтобы уже впоследствии мы понимали, какие дети на что способны и какие типажи нам подходят под наш фильм. Главные роли в фильме сыграют 7 актеров. Помимо них на кастинге будут отбираться и актеры второго плана. Также идет поиск места съемок. А вот насчет продвижения фильма и его проката уже есть четкие договоренности. По поводу продвижения самого фильма, этим занимается продюсерский центр молодежной инициативы. Они также будут продвигать этот фильм на российские фестивали, на зарубежные фестивали. Впоследствии будет создание киноальманаха, куда войдут фильм башкирского кинематографа «Наш Нагайский», я надеюсь, как бы по плану. И еще 3-й фильм будет, и этот киноальманах будет прокатываться в определенных кинотеатрах. Чтобы попробовать свои силы в кино, в Иконхалк приехали не только жители республики, но и представители нагайской диаспоры из других регионов компактного проживания этого народа. Семья Аразбаевых узнала о проходящем в Карачаево-Черкесии кастинге из соцсетей и приехала из Ставрополя. А все для того, чтобы помочь 13-летней Айгуль приблизиться на шаг ближе к своей мечте. Я с детства мечтала стать актрисой. Было интересно смотреть, как вот это происходит, что люди играют. Это моя давнишняя мечта детская. И я очень обрадовалась такому шансу и сразу загорелась. У нас очень активный класс, и мы вот недавно поставили сказку, придумали сами, которая называется «Кощей Бессмертный меняет профессию». И весь класс участвовал в этой сказке. По задумке режиссера, съемки картины займут около 6 дней. Возможно, этот фильм даст путевку в мир большого кино талантам из Карачаево-Черкесии. На Кавказе не так много таких молодежных проектов, которые позволяют объединить специалистов как московских, так и региональных, в которых могли бы принять участие дети и юноши из того субъекта, в котором реализуется этот проект. Позаботились создатели ленты и об интересах зрителей, не владеющих нагайским языком. Фильм выйдет с субтитрами на русском. 2016 год объявлен указом президента страны Владимира Путина годом отечественного кино. Именно российскому кинематографу в это время будет уделяться максимальная поддержка и внимание. Судя по кастингу, прошедшему сегодня в Карачаево-Черкесии, активно развивается и такая отрасль кино, как фильмы на национальных языках. Ведь для того, чтобы попытать удачу, сегодня в Иконхалк приезжали юные таланты из разных регионов страны. Татейк Желовян, Олег Малхожев, Архыз 24.